Дорогие друзья, вот неоднократно поднимается вопрос. Александр Матвеев, сын он или не сын? Да? И вот мы в штабе очень часто это обсуждаемся, и вопрос этот муссируется. Вот. А сын опять, ну как кого? Бедроса Киркорова. Бедрос Киркоров тоже наш друг, он тоже бывает в штабе. И я вам скажу большего. Из дома за руку берет Бедроса Александр Матвеев, приводит его к нам и провожает его. И вы должны видеть, с какой-то заботой, теплотой он это делает. Да? И вот я считаю, что сын – это не всегда сын по крови. Это очень часто может быть посторонний человек, да? Но они настолько будут привязаны. Вот, неродной сын может быть настолько привязан к отцу, у него может быть даже походка одинаковая, взгляд одинаковый. Он чувствует своего отца. Поэтому в жизни вот есть такие примеры, когда в семье, например, неродной сын становится отцу еще более духовно, сердечно привязан ближе. А здесь вот, по-моему, кто-то из вас было мнение, что это корыстные цели Александра, что он никакой не сын, и что он из корыстных целей общается с Бедросом. Я, честно говоря, не видела его с Киркоровым и с Бедросом ни разу, поэтому я не могу утверждать, но я, как человек все-таки доверяющий, но проверяющий, я бы хотела удостовериться, чтобы были факты. Вот, фактов этих я не видела, поэтому я не могу утверждать и на поверку верить. Бедрос бывает часто в штабе. Он наш желанный друг, он наш большой друг и гость. Сейчас разговор о том, что Александр это делает для показухи не от души. И он это делает для пиара. А я говорю, сын он или не сын родной, это второй вопрос. На первом плане его тепло, забота, продлевающее настроение, жизнь и энергетику нашему Бедросу. Тут интересно послушать, конечно, мнение вот Андрея Князева. В принципе, он первый эту утку запустил в общество. Он был первым, кто это обозначил. Это надо вырезать. Ну как это вырезать? Это вот в данном случае автор первой статьи. Это не про нет. Первая статья Лариса Кудрявцева. Так, стрелки поехали. Да. Но мы с ней вместе эту идею. Почему? Потому что когда я познакомился с Александром в 2005 году, он уже тогда, я знаю, ездил к Бедросу общаться и покупал у него вещи Филиппа Киркорова. Часто в ущерб своему материальному бюджету своей семьи. Так может быть он фетишист? Может. Это для начала, да. Но Бедросу это понравилось. И он говорит, ну если фетишист, давай к нам в семью. Ну, не в качестве сына, а в качестве пасынка. Но вот я полностью согласен с Александром Фаизовичем, что он очень душевно относится к Бедросу. И относится, может быть, не сначала он стал. Я помню конфликты, которые у них были тогда. Помню, как Саша жаловался, как Бедрос неоднозначно к нему. А потом он принял его, потому что он понял, что большой корысти, малая корысть в каждом есть. Конечно, есть. Но большой корысти все-таки нет. Нет, я думаю, тут абсолютно история такая. Филипп не дает своему отцу деньги лишние, и Бедрос стал распродавать вещи Филиппа. И, конечно, любой покупатель каких-то вещей Филиппа, причем Филипп об этом не знает, у него же гардероб, вот тут на Земном валу целая квартира, да, двухэтажная, это все гардероб. И, конечно же, когда у человека вот так вот спонсируют, финансируют, можно как за родного принять. Ну а как ты считаешь, вот все-таки похож Александр по манерам, по поведению, по наглости на Филиппа Бедросовича? Ну, набраться наглости, поехать и покупать вещи Филиппа у Бедроса, я думаю, что да, похож. Сейчас Александра Матвеева знает весь мир, его знает вся страна. Конечно, у него больше стало подписчиков, у него стало больше людей на концерт, потому что его все воспринимают как сына Бедроса Киркорова, как брата Филиппа. Все его так воспринимают. Мои знакомые, во всяком случае, 100%. И никто в этом не сомневается. Так вот, имеет ли он моральное право, значит, быть сыном, находиться с отцом, так будем говорить, например, или все-таки он, как сейчас он должен, прекратить это общение, что ли? А тогда Бедрос останется сиротой у нас, кто его будет водить за руку? Потому что Филя постоянно на концертах, он занят постоянно. Есть программа ДНК. Да. Александр был туда приглашен, и, в принципе, должен был проект начаться с этого. Но он отказался от съемок. Причем здесь ДНК? Для всех Александр Матвеев сын.
Нет, вот я когда самому Филиппу задавал на Славянском базаре, я ему спросил, Александр Матвеев говорит, что он младший сын Бедроса Киркорова, что он ваш младший брат. Либо вы признаете его, либо вы подаете на него за клевету, и тогда осудите. Он говорит, зачем кого-то осуждать? Это все, что не говорится, это все делается для того, чтобы больше было разговоров. Пусть говорят. Я говорю, и то, что он выступает там в моем образе, тоже нормально. То есть фактически Филипп дал добро на вот такое поведение Александра Матвеева. Фактически. И на Славянском базаре это не вырезали, это все было, по-моему, в телекомпании «Мир» это показывало в прямом эфире. Поэтому у него, как говорится, после этого карт-бланш. Как я к этому отношусь? Я отношусь к этому нормально, учитывая то, что я отношусь нормально к этому миру. В этом мире, гадком, подлом, по-другому жить невозможно. Если бы не было ничего в душе, в сердце у Бедроса, он бы не стал заботиться о Сашином сыне. Он хочет быть крестным, он хочет быть участником формирования вот этой молодой семьи, воспитания внука, получается. Ну да. Да. Нет, но он, я знаю, что разочарован тем, что Саша сейчас этим не занимается, воспитанием своего сына. И он ругает Сашу. Да. Это единственный сейчас рычаг воздействия на Александра за то, что он мало проводит времени с внуком Бедроса. Нет, ну, во-первых, Бедрос, я так понимаю, с возрастом стал очень сентиментальной. Вот эта сентиментальность помогла сначала признать близким человеком Сашу, а теперь и уже сына Саши тоже признать. Желание, чтобы было побольше родственников. Это вообще характерно для болгарских армян, видимо. Здесь ведь есть такая закрытая тема, которую никто не говорит, но все мы о ней думаем. Это наследство и деньги. А не окажется ли так, что у Филиппа отношения немного будут с холодком, мягко сказано? Он будет чем-то, Бедрос, недоволен Филиппом, и насколько он сейчас дружески проник к Александру, и он эти, значит, несметные богатства, миллионы, бриллианты и золото в слитках, он отпишет Александру. Бедрос. Да. Все может быть. Мы все в этом мире с кем-то дружим. Но одно общаться с человеком, а другое пользоваться его именем. И ты можешь пользоваться именем, если ты что-то достигаешь в этой жизни, и ты тогда можешь этим пользоваться. А если ты не достиг ничего, то, и мне кажется, здесь решать даже не нам. Потому что если мы тут обсудим и скажем, вот, Александр Матвеев, сын, не имеет пользоваться, не имеет права. Будут решать люди, которые оценивают его, и оценивают и Филиппа Киркорова как артиста, и как жюри телеведущего, и также многих медийных личностей оценивают. И будут решать массовый зритель, оценивать его как его талант. Он же сам уникальный артист, уникального жанра, он певец. У него был великий педагог, значит, Герчаков, его, значит, учитель. Поэтому он уже сам личность. А это ему просто к имиджу что-то добавило, что-то и все, наверное. Я доверяю вам, Рустем Фаизович, то, что вы говорите, но хотелось бы удостовериться лично. Понятно, что это будет, может быть, сложно, но для меня очень важны аргументы и факты. А как же золотые слитки? Как же состояние семьи Киркоровых? Теперь ведь там уже и Александр Матвеев, теперь и он тоже это должен решать. Вот, допустим, если Бедрос его признал, отцовство признал, тогда тут все вопросы как бы исчезают. А если это только носит моральный характер, и человек, каким-то образом подружился и имеет честь перед тем человеком, который нуждается в помощи, да, вот физической, всякой другой, но тогда он его принимает, вот члены своей семьи, тогда он имеет полное право на его наследство там наравне с Филиппом. Да, я так понимаю. Это моральная сторона. А если он на самом деле может биологический сын его, тогда он должен и официально по юридическим бумагам принять. Давайте так, 80% Саше, 20% Филиппу. Я вот за это, например. А вы как? Давайте 85. Я считаю, что он имеет право все отдать Саше. Родители не имеют права все отдать одному ребенку. Даже если самый плохой ребенок, это наследство должно делиться поровну. Это по закону. А знаете, как поступил Иосиф Кобзон? Вы не знаете? Вот он, значит, у него есть сын.
У сына есть жена, у которой 2 ребенка не его, да? И у кого-то у него из детей тоже не его ребенок. Так и получается, его внуки, не его внуки, вот их набралось 12 человек. Вот он вытащил все свои, значит, сбережения, золотые слитки, взял пилу хорошую и на 12 частей все распилил. И все довольны. Мне кажется, вот это именно тот случай, когда еще при жизни Бедрос должен разделить внукам, а получается на 3 нет. Я с этим согласен. Саше больше нужны деньги.